В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. В рамках проекта Минздрава Чувашии «Здоровое зрение» в 9 районных больницах республики, в том числе и в Канаше, открылись кабинеты, оснащенные современным офтальмологическим оборудованием, позволяющие проводить профилактику и лечение заболеваний глаз у детей. Подробности в репортаже Ирины Константиновой. Первостепенной задачей проекта «Здоровое зрение» является профилактика зрительных нарушений, чтобы не допускать бурного развития близорукости и своевременно провести аппаратное лечение нуждающимся. С работой кабинета охраны зрения ознакомился главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы, депутат Госсовета Чувашии Дмитрий Арсютов. Беспрецедентно для Российской Федерации, для Чувашской Республики начинание, которое позволило нам сегодня открыть уже 9 полноценных кабинетов охраны зрения детей. Один из них в городе Канаше. И акцент мы, конечно, делаем на районные учреждения здравоохранения, поскольку именно здесь, в районах, есть определенные проблемы с тем, чтобы получить своевременную профилактическую помощь. И не только профилактическую, но и лечебную пациентам, нашим маленьким в основном пациентам с проблемами органа зрения. Это в основном близорукость, это спазм аккомодации, это зрительное переутомление, это врожденная патология, это послеоперационные аспекты реабилитации. И все это сегодня будет позволено проводить на территориях наших районных больниц, в частности, в Канашском ММЦ. В беседе с главным врачом Ренатой Николаевной Дмитрий Геннадьевич отметил удобное расположение кабинета, эргономичное размещение оборудования, также была отмечена активная работа специалистов. Проект «Здоровое зрение», который сегодня реализуется на территории Чувашской Республики, он имеет основную задачу оснастить все наши районные учреждения здравоохранения полноценными кабинетами охраны зрения детей. Поскольку до недавнего времени они присутствовали только в городе Чебоксары и городе Новочебоксарск. Наши пациенты из районов, в основном это школьники, чуть реже детсадовцы, вынуждены были приезжать в город Чебоксары. Поэтому этот проект, он заработал именно, в первую очередь в тех учреждениях, в которых мы выявили максимальное, количество декретированной группы детей, то есть детей, которые имеют проблемы со зрением, детей, которые имеют повышенную нагрузку, и наши офтальмологи констатировали уже начальные изменения. Но это не значит, что только на этих кабинетах мы остановились. То есть сегодня проект продолжается. В течение ближайших 2-3 лет мы поставили задачу оснастить все 100% лечебных учреждений республики полноценными кабинетами охраны зрения детей. С момента открытия кабинета охраны зрения в Канашском межтерриториальном медицинском центре пролечено порядка 200 детей. Курс лечения в пункте охраны зрения длится 10 дней. Сегодня с поступлением нового оборудования, стоимость которого равна порядка 2 миллионам рублей, эта работа пойдет еще интенсивнее, отмечает врач-офтальмолог с многолетним опытом работы Оксана Филиппова. Канашский БУ межтерриториальный медицинский центр обслуживает 11 650 детей. Количество детей со снижением зрения ежегодно увеличивается, начиная с 1 класса где-то 6-7%, достигая к 11 классу почти 30%, и основную массу снижения зрения составляет близорукость. Поэтому основная работа этого кабинета – приостановить развитие близорукости, чтобы близорукость из-за миопии слабой степени не переросла в миопию высокой степени. На учете стоят 570 детей, из которых 370 составляет с миопией, основная масса, то есть составляет. Поэтому все эти оборудования у нас в 3-й школе. У нас проводилось аппаратное лечение, там у нас пролечено 550 детей. В прошлом году на визотронике у нас пролечено 190 детей. И сейчас у нас в связи с этим оборудованием будет комплексное лечение миопии, амблиопии, атрофии зрительного нерва и косоглазия. В среднем лечение длится 30-40 минут на человека. Предварительно необходимо получить направление от врача. Наше взаимодействие, оно будет продолжаться и в 2021 году, и в дальнейшем. Сегодня получают профилактическую и лечебную помощь наши дети, но в 2021 году мы планируем те оперативные вмешательства, которые возможно проводить на амбулаторном этапе. Мы хотим организовать данный вид работы у себя в центре специалистами Республиканского офтальмологического диспансера. И
не только дети, и взрослые тоже, и пожилые люди могут получить те методы лечения, которые возможно проводить в амбулаторных условиях. Большая проблема – это, конечно, кадры. По данному направлению у нас работа идет, она удовлетворительна. В настоящее время у нас работают 2 врача-офтальмолога, и мы очень рады, что в ординатуре у нас обучается еще 1 специалист. И мы надеемся, что в этом кабинете охраны зрения уже будет организовывать работу молодой специалист, который в плане придет к нам работать. Оснащение кабинета дорогостоящим оборудованием позволяет сэкономить время для пациентов. Ведь совсем недавно для этих процедур им приходилось выезжать в столицу республики. Мы обратились к окулисту с проблемой, у нас начали косить глаза. И 2 года назад нас прооперировали, мы начали ездить на лечение, на аппаратное лечение в Чебоксары. Сейчас я очень рада, что в нашем городе, в нашей поликлинике открылся такой кабинет, и нам не придется никуда ездить. Шаговой доступности. Очень хорошо пришли, пролечились и ушли домой. Предупреждение, а главное – лечение всех возможных причин снижения зрения является основой правильного формирования и развития органа зрения и зрительных функций у детей. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацева. Вести недели. В педагогическом колледже состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Среди награжденных как учащиеся детских садов, так и профессиональные спортсмены с опытом побед на всероссийских соревнованиях. Во вступительном слове начальник отдела физической культуры и спорта Мингалеев Искандер Набиулович отметил, что в городе ведется последовательная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. И это дает возможность жителям активно заниматься физической культурой и спортом, добиваться хороших результатов. Первым воспитанником детского сада, который выполнил нормативы и получил знак отличия, стал Иванов Демид Андреевич. Хотели бы, чтобы в последующем к награде золотого знака отличия комплекса ГТО у Демида появилось спортивное звание, спортивный разряд, ну и медаль самого высокого достоинства. Спасибо. Желаю удачи. Быть спортивным, физически крепким и здоровым можно в любом возрасте. И самое яркое доказательство этому – Расколов Виталий Николаевич, которому совсем скоро исполнится 74 года. Такой физической форме позавидуют многие молодые. Виталий Николаевич подтягивается целых 25 раз. А еще приятно отметить, что в этом зале сегодня вместе с дедушкой свой золотой знак отличия получает внук. Вот, Сергей Еремей, кандидат в мастера спорта по водной хоккею. Виталий Николаевич, Еремей Михайлович. Дед и внук сегодня награждаются золотым знаком. Он был настолько готов к выполнению нормативов комплекса ГТО, что за короткий промежуток времени он сначала выполнил нормативы во 2-й ступени, а буквально через полгода перешел в 3-ю ступень по возрасту и также подтвердил свои физические качества. Садовников Иван Михайлович. Особенно приятно в этот день было пригласить на сцену победителя первенства России по спортивной борьбе, призера первенства Европы Рахметулову Ольгу. Юный спортсмен стоял на подиуме европейского соревнования и всегда гордился тем, что она наша, канашка. На сегодняшний день она учится в Канашском педагогическом колледже. Мы, надеюсь, тоже добьются больших спортивных побед. Взрослое трудящееся население также принимает активное участие в сдаче ГТО. Ярким примером являются педагоги школы номер 3. Знак отличия был вручен Гордеевой Елене Владимировне. Ученики средних образовательных учреждений, будущие воспитатели, кандидаты в мастера спорта. Их всех сегодня объединяет одно – желание вести здоровый образ жизни и стремление к новым спортивным и жизненным победам. Есть у меня много награждений, много значков, а так, чтобы на высоком этом уровне этот не выходил. По городу, по Чебоксарам, вот так. А на высшей ступени не был. Спасибо Искандеру Набиуловичу. Так оперативно принял норматив ГТО по 11 ступени от меня.
Могу, если надо, по 10 ступени, по 9 ступени могу сдать норму ГТО. Мы сегодня с моей сестренкой получили золотые значки ГТО. Мы занимаемся плаванием и советую всем заниматься любым видом спорта, потому что это очень важно, полезно для здоровья, развивает вашу физическую форму. Мы будем стремиться покорять высоты выше, занимать следующие ступени и желаем всем жителям Канаша продолжать повторять за нами, стремиться к победам, развиваться физически, потому что спорт продлевает жизнь. Это очень полезно для здоровья. Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО приглашает всех желающих принять активное участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Павел Демин, Ирина Константинова, Вести недели. Понятие «спорт» часто ассоциируется со словом «молодежь», и это совсем не удивительно. Спортом можно и нужно заниматься в любом возрасте, а особенно важно после 65 лет. В Канаше данное направление активно развивается и процветает. Подробности в репортаже Павла Демина. С каждым днем мы встречаем все больше женщин пенсионного возраста, практикующих скандинавскую ходьбу в центральном парке города. Ну а что же делать, если на улице плохая погода? Рекомендуем обратить внимание на фитнес-аэробику. Еженедельно и на безвозмездной основе в целях пропаганды здорового образа жизни старшего поколения проводятся занятия по фитнес-аэробике с жителями города Канаша пенсионного возраста. Как показывает практика, любому человеку проще начать заниматься спортом в окружении людей, которые всегда поддержат морально. Но и общение в позитивно настроенном коллективе также способствует улучшению психологического состояния. Эта группа образовалась в 2019 году. И я пришла, как-то здесь было собрание, я пришла услышать, что за эта группа такая. И оказывается, это открывается аэробика здесь, бесплатное посещение пожилых людей. И я записалась и стала ходить. И после этого я уже 3-й год хожу, и мне здесь очень-очень нравится. Фитнес-инструктор Елена Головина подберет подходящую именно вам интенсивность тренировки, такую, что вы сможете улучшить функциональность и обеспечить более комфортный уровень жизни в глубокой старости. Приготовились, 4 шага вперед от себя и крутим, 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 выше ножки на себя. Если ваш возраст близится к 60 и более годам, ни в коем случае под предлогом «да я уже старый, мои кости и сердце могут не выдержать нагрузок», не отказывайтесь от тренировок. 1, 2, 3, 4. Даже в интервью ощущается невероятная энергетика, которую излучает коллектив. Регулярные тренировки укрепляют костную систему, мышцы взбадривают, забываем все проблемы. Нам очень нравится прекрасный зал, тепло, хорошие инструменты музыкальные, хороший педагог. А мне хочется сказать о том, что мы раньше, бабушки, устраивали посиделки на скамейке у подъездов, а сейчас мы устраиваем потанцульки, где поднимаем себе настроение, общаемся, подружились, общие интересы. Жить здорово! Павел Демин и Ирина Константинова, Вести недели. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Магазин низких цен «Светофор» помогает экономить время, ведь все необходимое для дома находится в одном месте. Ну и самое главное, «Светофор» экономит ваши деньги. Постоянные покупатели давно уже приметили, что ассортимент продукции увеличивается, а цены остаются прежними. Мы приезжаем сюда часто, покупаем продукты 2 недели 1 раз. Продукты все свежие.
семья довольна. Магазин «Светофор» расширяет границы. На сегодняшний день более 2000 магазинов в России завоевали доверие покупателей. Увеличивается и география стран, где присутствует данная торговая сеть. Румыния, Литва, Греция, Китай, Италия, Бельгия, Швейцария и многие другие. Помимо продуктов питания, их здесь более сотни видов. Бытовой химии, одежды и даже техники «Светофор» всегда радует сезонными товарами. Нам магазин «Светофор» очень нравится. Вот я приехала в Сибрезь покупать грунт для рассады, укровной материал купила, лотки для рассады купила. Цены нас устраивают в «Светофоре». Экономно. Очень нам нравится. Особенно тщательно в сети магазинов «Светофор» подбирают товары к праздникам. Всевозможные подарочные наборы, игрушки помогут выразить признательность вашим близким. Магазин низких цен «Светофор» сохраняет выгодные цены для населения за счет прямых поставок от производителей. Наши цены ниже рыночных на 15-20%. Наша основная цель – сохранять выгоду для населения. Праздники ждут скоро опять. Снова придется стол накрывать. Как сэкономить и всех удивить? С выгодой все в «Светофоре» купить. Для вас яйцо куриное 30 штук 164,90. Курага 1 килограмм всего 109,90. Грунт 60 литров 133,90. Сыр пошехонский 1 килограмм 315 рублей. На пороге наступающих праздников, чтобы покупки стали еще интереснее, к уже имеющемуся ассортименту мы добавляем сезонные товары. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, улица Котовского, 4.